Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Всех учащихся и преподавателей Республики Абхазия с началом нового учебного года поздравил президент Рауль Хаджимба. Дорогие школьники, преподаватели, студенты, сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Убежден, что этот учебный год станет для учащихся этапом новых знаний и ярких открытий, будет наполнен серьезной учебой и большими успехами. Все мы начинаем свою сознательную жизнь с приобщения к знаниям. Именно в школе в нас закладывается любовь к познанию всего нового. Здесь мы получаем прочный фундамент наших будущих успехов и достижений. С особой признательностью обращаюсь в этот праздничный день к учителям. Благодаря вашему чуткому отношению и профессионализму вверенные вам дети раскрывают свои таланты. Вы прилагаете немалые усилия, чтобы воспитать достойное поколение образованных и сознательных граждан нашего государства. Желаю всем учащимся и педагогам крепкого здоровья и успехов в достижении целей, говорится в тексте поздравления. 2 сентября свои двери для учащихся открыли 155 школ Абхазии. В этом году в школу республики пошли 27 тысяч школьников, из них около 3 тысяч первоклассников. О том, как в школах отметили День знаний, смотрите в репортажах наших корреспондентов. 4-я средняя школа имени Дмитрия Иосифовича Гулия. Школа, порог которой однажды перешла и я. Родные стены, шумный школьный двор, строгие учителя, которые и сегодня продолжают свой нелегкий труд в обучении достойного подрастающего поколения нашей страны. По традиции, под звуки гимна республики лучшие учащиеся школы поднимают абхазский государственный флаг. Далее на торжественную линейку приглашаются главные герои дня – маленькие новоиспеченные школьники. И вот тот самый долгожданный момент. Звучит для кого-то первый, а для кого-то уже привычный звонок. Волшебный звук колокольчика символично оповещает всех первоклашек о начале первого в их жизни урока. Пушистые бантики на заплетенных косичках, синие галстуки гордых мальчишек, букеты и радостные лица родителей – все это олицетворяет поистине долгожданный и праздничный День знаний. С гурья, аши, с гылом, сайта школы, сыцакна, сангит субсхуча джилшить, абахча шилгус, снапакна, яханаты тастет самбан, ашерла иску снапакна, вуяна стоэйюарбан, схала сапхелой ташку. В этом году двери 4-й средней школы имени Дмитрия Гулия распахнулись для 136 первоклашек. А школа шубстазара маншалана, шумшанцаква и бзи зуяхшара корыла мацара яншало. Штацар гуграква и шудыркуло нагзахайт санкапи ацарашукш чуц хазлаго. Анчады школа пшайт. Мямш адырра. Поздравить школьников с новым учебным годом пришли представители Министерства образования и Управления образования администрации города. Наша съемочная группа посетила и 10-ю среднюю школу имени Нестора Лакоба. Тут первый звонок прозвенел для 125 первоклассников. В общем, число учащихся в горской школе в этом году составляет более 1150 человек. Не хотел, потом хотел, и не хотел, и хотел. А ты обещаешь хорошо учиться? Да, я обещала хорошо учиться. Что ты пожелаешь своим одноклассникам? Пусть они будут здоровы и счастливы.
Я хочу учиться, и я долго ждал сегодняшний день. Школьное время ответственное, нелегкое и одновременно веселое, беззаботное для учеников. Ведь потом начинается взрослая, нелегкая жизнь. Рядом с мудрыми преподавателями дети растут, учатся дружить и понимать друг друга, приобретают нужные знания и важные человеческие качества на всю жизнь. Алиса Шамба, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сегодня во всех школах Абхазии проходят торжественные линейки. Это самый волнительный день для каждого первоклассника и его родителя. В этом году около 3000 детишек пойдут в школы Абхазии. Двери Абхазской первой школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. С каждым годом растет количество детей, поступающих именно в абхазские школы. Только в первой столичной школе 90 первоклашек. В этот прекрасный осенний день оживают школьные классы. Сегодня первоклассники познакомятся со своей первой учительницей и новыми друзьями, с которыми предстоит пройти долгий путь. Нарядные школьники с букетами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. И вот для малышей звучит первый в их жизни звонок, символизирующий начало школьной жизни. По традиции, под звуки гимна республики, лучшие учащиеся школы поднимают абхазский государственный флаг. Детский сад позади, впереди долгая интересная школьная жизнь. Из уст первоклашек стихи. Стой-то школой скульята, из целарца с атара, сан сыпсадгил абсына, сацей тут заходит сара. Сыпсадгил бзия избой, из тахупы штларц, эй башрак амларц. Главные герои на торжественной линейке, конечно, первоклассники. Все речи родителей будущих выпускников посвящены именно им. Пожелать хочу детям желания учиться, познавать окружающий мир, идти в школу с большим удовольствием, с интересом. Это самое главное для учебного процесса. Поздравляю всех учащихся школ и дошкол, чтобы этот день для всех был знаменательным, чтобы приобретали наши дети новые знания. И наша страна богатела новыми знаниями, новыми людьми. Пожелаю здоровья в первую очередь, чтобы этот год был благополучный, чтобы все желания сбылись, чтобы первоклашки влились в коллективы новые. Ну, конечно, у нас море воодушевления, потому что первый раз все-таки такое знаменательное событие. Они все лето ожидают этот такой момент. Мы готовились, конечно, в школе. Очень рады. Не обходится и без праздничных выступлений. Торжественную обстановку разбавили песнями и танцами. Наша съемочная группа посетила и 6-ю среднюю школу. В этом году более 100 первоклассников перешагнули школьный порог. Елена Соловьева работает в школе более 20 лет. В моем классе сейчас 27 учащихся. Из них всего 8 девочек и 19 мальчиков. Вот так вот. У нас мальчишек много в этом году. Такая же ситуация и в параллельных классах. Я желаю ребятам быть здоровыми, самое главное, стремиться к своим целям и быть счастливыми, мирного неба, нашей процветающей Абхазии. Главные герои этого дня с большим удовольствием прочитали нам стихи. Рядом папа, рядом мама, я держу букет в руках. Я шагаю гордо в школу, самый главный первый класс. У меня сегодня праздник, я сегодня первоклассник, в школу первый раз иду, ранец на спине несу. Каждый год звонок веселый собирает вместе нас. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Школьные годы – это прекрасная пора в жизни каждого человека. Рядом с мудрыми и понимающими преподавателями дети растут, учатся дружить и понимать друг друга. Сария Гварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, провели во дворе уже отремонтированной средней Лыхнинской школе имени Платона Шакрыл. Занятия в этом здании не проводились 2 года. Поздравить школьников с Днем знаний приехал и президент Рауль Хаджимба.
Тысячи школьников по всей стране отмечают сегодня День знания. Для учащихся средней Лыхнинской школы имени Платона Шакрыл сегодня двойной праздник, так как впервые за 2 года после капитального ремонта эта школа вновь распахнула свои двери для 135 учащихся. Белые банты и рубашки, красочные букеты, разноцветные шары, растерянные и смущенные взгляды первоклассников. Средняя Лыхнинская школа имени Платона Шакрыл встречает своих учеников. В первый класс в этом году здесь пошли 11 детей. Каждый из первоклашек торжественной линейки подготовил стихотворение. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Танечка, не плачь, не утонет в речку мяч. Ко Дню знаний ученики Лыхнинской школы подготовили национальные песни и танцы. А вот и самый волнительный и долгожданный момент не только для первоклашек, но и для всех учащихся этой школы. Под звуки гимна для учеников звенит звонок, и в то же время происходит и церемония открытия школы. После линейки все спешат в классы. Наша съемочная группа последовала за учениками. Кто-то рад новым впечатлениям, а кому-то сложно пока понять, что он школьник. Этот первый день знакомства волнителен не только для первоклассников, но и для учителей. Первый год я вышла на работу, очень ответственная эта работа. Первый класс, 11 учеников. Это большая ответственность на меня. Я очень волнуюсь. Бабуся Джигелия работает в школе более 50 лет, преподает физику. Педагог рада, что наконец сможет проводить занятия в стенах родной школы. Для меня сегодня большой праздник, что в этой школе работаю. Я во многих школах работала, но такого слова у нас не было. Мы с большим удовольствием перешли в эту школу. Желаю всем нашим детям счастья, радости, чтобы вы оправдали доверие. Ученик 11 класса средней Лыхнинской школы Абдат Тарнава тоже рад тому, что теперь вновь сможет заниматься в родной школе. Сегодня День знаний. Я хочу поздравить всех своих друзей, всех своих одноклассников. Хочу поздравить учителей с этим днем. И раньше мы учились в совете, и когда мы перешли в эту большую отремонтированную школу, нам очень понравилось. Лыхнинская школа была открыта в 1981 году, а после Отечественной войны народа Абхазии здание школы было частично разрушено. Коллектив и дирекция школы выразили надежду на то, что теперь после капитального ремонта здесь будут обучаться больше учеников. Гугут Савардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Первый учебный день в новой школе прошел и для учеников 2 сел Очимчирского района, которые получили возможность встретить сентябрь в новом здании. Школа в Тхине была построена за счет средств Российской инвестиционной программы. Новое здание учебного заведения выполнено в соответствии с современными стандартами. Ачгуарская школа также была возведена практически заново. Строительство осуществлялось за счет средств государственного бюджета при содействии международной организации из Дании. В Гагрском районе первый раз в первый класс пошли 492 первоклассника. Во всех школах района 2 сентября прошли торжественные линейки. Ко Дню знаний ребята готовились заранее. Каждая школа подошла к организации праздника по случаю начала учебного года по-своему. Дворы учебных заведений по всей стране этим утром были заполнены детьми и их родителями. С Днем знания первоклассников Абхазии поздравил и Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс во главе с председателем Высшего совета Мусой Экзековым. ВАК в День знаний раздал первоклассникам Абхазии 5000 школьных тетрадей, на обороте которых напечатан абхазский алфавит и национальная символика. Комментируя события, руководитель женских советов конгресса Гета Ардзенба напомнила, что ВАК активно поддерживает гуманитарные благотворительные акции. Наша акция ко Дню знаний
это продолжение акции «Тепло души». Мы постарались оказать помощь в работе Министерства образования Республики снабжением школ тетрадями. В министерство передали 4000 тетрадей. Было также передано 300 тетрадей для первоклассников Киарас. Адрес на тетради будут переданы Лыхнинской, Бедийской и Бзыбской школам, рассказала Арцинба. 2 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем Республики президенту Республики Арцах Баку Саакян. 2 сентября 1991 года многонациональный арцахский народ после многолетней борьбы за справедливость и свободу подтвердил свое право построения суверенного, демократического и независимого государства. Республика Арцах твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического и культурного развития. Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. Руководство Абхазии и впредь будет прилагать все усилия для плодотворного сотрудничества по всем направлениям. В этот праздничный день хочу пожелать вам, уважаемый Баку Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а братскому народу Арцаха мира и процветания, отметил в поздравлении Рауль Хаджимба. Также Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем Республики президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому. 2 сентября 1990 года на основе свободного волеизъявления народа было образовано независимое государство – Приднестровская Молдавская Республика. Этот праздник символизирует свободу и единство многонационального народа Приднестровья. Наши народы связывают исторически сложившиеся узы. Еще 22 января 1993 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия и президент Приднестровской Молдавской Республики подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Абхазия и Приднестровье были рядом на этом пути, устанавливая крепкие культурные, образовательные и гуманитарные отношения. Я уверен, что под вашим руководством народ Приднестровья непременно добьется еще больших успехов и в деле строительства своего государства. Хочу искренне выразить надежду на дальнейшее развитие добрых отношений и всестороннего сотрудничества между нашими государствами. В этот праздничный день желаю вам, уважаемый Вадим Николаевич, крепкого здоровья, успехов в вашей ответственной деятельности во благо родной страны, а всему народу Приднестровья мира и процветания, говорится в поздравлении. Старейшины рода Квициня обратились к народу с заявлением, в котором призывают соотечественников к уважительному взаимоотношению. Никогда ранее абхазы не позволяли себе, спрятавшись за анонимностью, оскорблять целые фамилии. Абхазам всегда было свойственно уважительно относиться даже к своим врагам. Тот, кто не готов открыто от своего лица повторить свои слова перед всеми нами, ведет себя недостойно. Смеем напомнить, что наша фамилия наравне со всеми отстаивала свободу и независимость нашей Родины. Многие наши братья и сестры погибли в этой борьбе, говорится в заявлении. В рамках обращения его составители призывают жителей республики, несмотря на предвыборную кампанию, сохранять благоразумное отношение друг к другу. В торгово-промышленной палате состоялся брифинг по итогам поездки абхазской бизнес-делегации в Пятигорск. Пребывание делегации в Ставропольском крае проходило под эгидой ТПП Абхазии. Для абхазской делегации была подготовлена специальная программа посещения ряда предприятий Ставропольского края. В целях развития отношений между предпринимателями малого и среднего бизнеса Республики Абхазия, Ставропольского края и региона Кавказских минеральных вод с 27 по 30 августа делегация из Абхазии с официальным визитом находилась в Пятигорске. В состав делегации вошли молодые предприниматели во главе со специалистом управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии Хирсоном Симония. На сегодняшний день у предпринимателей города Пятигорска есть большой интерес в сотрудничестве с Республикой Абхазия. Мы присутствовали на официальном заседании, где присутствовало предпринимательское сообщество города Пятигорск.
Каждый рассказал о своем виде деятельности, о тех пунктах, как они будут сотрудничать, какие условия есть сегодня для реализации в экспорте их продукции. В рамках рабочего визита абхазские предприниматели посетили несколько санаториев, где прошли встречи с персоналом и прошли переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Также абхазская делегация посетила предприятие по производству оборудования для фасовки, консервный цех, совхоз декоративных растений, где ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции. Абхазские предприниматели отмечают, что в целом встреча была плодотворной, и многие уже готовы к сотрудничеству с российскими коллегами. Скорее всего, в ближайшее время мы наладим отношения с новыми партнерами, с кем мы в рамках этой поездки познакомились. Это такие организации, которые предоставляют санаторно-лечебные комплексы, процедуры различные. К сожалению, в низкий сезон в Абхазии мы не можем предоставить нашим туристам, которые приезжают из России, ряд различных услуг в этом направлении. И вот в рамках этой поездки нам удалось познакомиться со многими организациями, которые занимаются непосредственно лечебно-оздоровительными мероприятиями. Мне было и интересно лично посетить пансионаты, посмотреть, какие они оказывают услуги. Также интерес вызвал завод, который занимается фасовкой различных продукций и розлива воды. Так что надеюсь, что в ближайшем будущем и заключим договора. Торгово-промышленная палата Абхазии, а также предприниматели выразили надежду, что первый официальный визит абхазской бизнес-делегации в Пятигорск станет началом взаимовыгодного сотрудничества и развитию отношений между предпринимателями малого и среднего бизнеса Абхазии и Ставропольского края. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 23-28. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.